Добрый день! Мы начинаем семинар по чувашскому народному сценическому танцу. Сегодня мы выучим основные положения рук, основные ходы в чувашском танце. Основные положения рук в чувашском танце. Ручки в подготовительном положении рук немножко приподнимаем, в сторону открываем, чтобы был промежуток между рукой и телом. Ладошки смотрят обязательно вниз. Первое положение. Второе положение – ручки на поясе. Четвертое положение – рук. Также есть положение пятое. Оно на груди, придерживаем манисты. Можно комбинировать четвертое положение рук и подготовительное, так скажем, положение рук. В другую сторону можно придерживать манисты другой ручкой. Еще есть положение рук перед собой. Вот взяли во вторую позицию руки, в сторону к себе, параллельно к себе. Если сюда, то это первая позиция рук. Взяли сюда. Вот, параллельно ручки находятся, средний пальчик взяли, получается такое положение рук. Можем комбинировать руки. Основной ход чувашского танца – это припадание. Можно. Теперь мы попробуем с вами соединить основной ход припадания с положением рук. Можно. Припадание также можно использовать с комбинированием рук. Можно. Спасибо. Основной чувашский ход – перекаты на каблучок и на полупальчик. Делается из стороны в сторону. Можно делать, сперва сделаем подсчет. Можно и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Также он делается в другую сторону. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь можем соединить музыкально. Можем. Спасибо. Положение рук. Берем в первую позицию, раскрываем ладошки вниз и назад, вперед, назад, вперед. Можно также это движение делать в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Руки не поднимаются выше второй позиции, всегда вниз и в сторону. В этом движении корпус немножко дается вперед и обратно. За руками вперед и назад. В сторону тоже корпус смотрим на ручку, в одну сторону, в другую сторону. Теперь попробуем эти движения соединить музыкально. В чувашском танце также используется элемент гармошки. Можно. Также можем сюда добавить руки. Теперь этот элемент гармошки мы попробуем соединить с руками. Можно. Спасибо. Также элемент гармошки можно использовать в повороте вправо и влево. Можно. Спасибо. Руки, четвертая позиция. Да? Можно делать с левой ноги. Сейчас попробуем с музыкой. Можно. Берем руки в первую позицию, открываем перед собой ручки, ставим, чтобы они были параллельны друг другу, и начинаем делать движение из стороны в сторону. Вырисовываю полукруг перед собой. Сейчас попробуем соединить это движение с одинарной дробью. Можно. И раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь также попробуем с левой ножки. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Попробуем соединить музыкально. Можно. Комбинируем сперва с правой ножки, с поворотом в правую сторону, потом с левой ножки, поворот в левую сторону. Можно под музыку. Спасибо. Сегодня мы с вами изучили основы женского чувашского сценического танца, положение рук и основные ходы. Спасибо нашему аккомпаниатору Ильнару Заманову. Спасибо, девочка. Раз, два.